Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В Анкаре открылся памятник Чингизу Айтматову. Торжественную церемонию открытия монумента приурочили ко дню рождения писателя. «12 декабря ему исполнился бы 91 год. На открытии памятника писателю пришли чиновники. Главный советник президента Турции Ялчин Топчу, мэр района Кичиорен Тургут Алтынок, руководители и представители Тюрксой, МИД и ряда других министерств Турции, сотрудники посольств ряда стран – Азербайджана, Казахстана, Украины, Таджикистана, почетный консул Кыргызстана в Турции Мустафа Курт, кыргызстанские и турецкие студенты, представители бизнес-структур, международных и общественных организаций, а также представители кыргызской диаспоры. Постамент появился в парке имени Чингиза Айтматова, расположенном в муниципалитете Кичиорен. Изготовлен он и установлен мэрией района Кичиорен. С приветственной и памятной речью выступили мэр района Кичиорен Тургут Алтынок, посол Кыргызской республики в Турции Кубанычбек Умуралиев, главный советник президента Турции Ялчин Топчу и аким района Кичиорен Угур Булут. В своей речи посол Умуралиев выразил огромную благодарность всем гостям и поклонникам писателя, активно участвующих в мероприятии, посвященном открытию памятника Айтматову, и выразил признательность мэру района Кичиорен и скульпторам. Умуралиев отметил Чингиза Айтматова как художника, мыслителя и выдающегося деятеля литературы, который является одним из самых великих писателей нашего времени. Он также выразил надежду на то, что сегодняшнее мероприятие еще раз напомнит всем о великом Айтматове. В рамках мероприятия состоялся концерт кыргызских мелодий и песен на хумузе в исполнении талантов из числа кыргызской диаспоры. Sizler Чингиз Айтматов атамыздын сөзүнө жазылган Ысык көлдү сагынуу атты чыгармага күбө болдуңуздар. Бар болуңуздар, тешеккүр эдерим. Size çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, hediyelerini
dünyadan ya en güzel kadın. Уважаемые телезрители, учитывая актуальность, предлагаем вашему вниманию интервью с организатором такого масштабного и важного мероприятия, мэром района Кичиорен Тургутом Алтынок. Köprü diye düşünüyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle mi? Size hoş geldiniz diyorum. Altaylardan, Tanrı Dağları'ndan, Turan illerinden, Türk dünyasından hoş geldiniz diyoruz. Через передачу Мосдружбы глава муниципалитета района Кичиорен города Анкары Тургут Алтынок приветствовал родные земли Алтая и горы Алато и сказал: «Вы действительно создали сейчас между нами и кыргызскими братьями мост дружбы. Нам надо развивать патриотизм среди молодежи, рассказывать им о том, что у нас общие корни, культура, религия. Мы – братские народы. Еще раз повторяю, нас объединяют общие корни, общая культура, общие традиции и общая религия. Мы хотим объединить тюркский мир с точки зрения истории и языка, привнести свою культуру в мир. Крайне важно для нас не потерять свою историческую и культурную идентичность и связи. У наших народов, к счастью, гораздо больше одинакового и, как видим, единое более весомее. Нам надо объединяться духовно, на мировоззренческом уровне, а не через перекройку границ. Поэтому наша идея единства не несет никакой разрушительной силы. Но нам сегодня обязательно нужно объединяться. География тюркского мира очень огромная. Желательно бы всем тюркским народам ежегодно проводить День тюркской культуры и языка, чтобы молодое поколение, которое об этом не задумывалось, узнало, что у него так много братьев и сестер по всему миру и воодушевилось на созидательные свершения. Исмаил Гаспаралы сказал: «Единство в языке, мыслях и действиях». Он рассматривал всех тюрок-мусульман как одну нацию, или точнее основу для одной нации, формирование которой должно было стать результатом последовательной и системной работы национальной интеллигенции. Во время встречи с главой муниципалитета района Кичиорен города Анкары Тургут Алтынок сообщил, что скоро будет установлен бюст кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в одноименном парке ко дню рождения Айтматова в декабре и памятник Манасу на площади перед зданием и муниципалитетом Кичиорен. Будем проводить огромное количество мероприятий и приглашать группы из Кыргызстана на фестивали культуры, ежегодно проводимых муниципалитетом Кичиорен, а также выделим в Кичиорене помещения для национальной кыргызской кухни. Алтынок сообщил, что в настоящее время ведется работа по благоустройству этих парков. В ближайшие месяцы в Турции пройдут Дни культуры Кыргызстана и международный симпозиум, посвященный творчеству Чингиза Айтматова. Тургут Алтынок назвал Айтматова гордостью народов тюркского мира. Айтматов – океан культуры, перед которым преклоняются все. Такие выдающиеся личности не должны забываться, поэтому очень важно дать этому парку его имя. Далее Тургут Алтынок отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах между побратимами, муниципалитетом Кичиорен и Ленинским районом Бишкека и осуществить обмен визитами на уровне руководства указанных местных органов власти.
Уважаемый Тургутбей, наверное, вы побывали во многих тюркских странах. Нет, не успел. А вот то, что не смог побывать, об известных личностях узнаю по литературе и знаю эти тюркские республики. Знаю Манаса, Исыкуль, Абая Кунанбаева, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова. Все про Азербайджан, Туркменистан. Если так посмотреть, то в Турции эти могучие известные имена даны улицам, паркам, мостам, поселкам и так далее. В данное время более тесные связи существуют между посольствами тюркоязычных стран. Часто проводим совместные мероприятия, фестивали, конгрессы, концерты. Под знаком братской дружбы и крепнущего единства всегда помогаем братьям и будем помогать. Я верю, братская дружба наша не закончится вовек. Еще в 30-е годы Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: «Придет день, Советская империя будет разрушена. У нас там есть братья и сестры по крови. Мы должны к этому быть готовы». Türk dünyasının bir koludur. Kırgızistan'la Türkiye ilişkileri barisinde nelerden bahsederdiniz? Şöyle tabii Kırgızistan Türk dünyasının kapısıdır yani. Başlar ve biter. Kazakistan ve Kırgızistan. Я считаю, Кыргызстану всегда открыты ворота тюркского мира. Развиваются двусторонние отношения между Турецкой Республикой и Республикой Кыргызстан, одной из стран, которая занимает ключевое положение в Средней Азии. На сегодняшний день отношения между Турцией и Кыргызстаном вышли на стратегический уровень. Отношения между двумя странами развиваются в сфере политики, экономики и торговли, военной сфере, культуре и образовании, в сфере здравоохранения, а также связи и транспорта. Эти отношения основываются на солидной договорно-правовой базе, включающей более 200 соглашений и протоколов. Кроме того, мы, граждане Турции, понимаем разговор и на кыргызском, и на узбекском, и на казахском языках. Наши предки очень хорошо понимали друг друга и разговаривали без проблем. К сожалению, сегодня одним из способов развития и модификации языка является процесс заимствования иноязычных слов. Это явление вполне адекватное с точки зрения исторических фактов и эволюции языка. Многие иностранные слова, заимствованные турецким языком в далеком прошлом, прочно в нем адаптировались и укоренились. В современном кыргызском, казахском, турецком языке наблюдается особенное увеличение притока иностранных слов, в большей степени из русского, европейского и арабского языков, что связано прежде всего с активизировавшимися экономическими, политическими, культурными, общественными связями Турции с европейскими странами. Кыргызстан – это родина наших предков, это место, где родились мои предки. Дорогие мои братья и сестры, давайте развивать наш Кыргызстан. Наши возможности безграничны, нет ничего невозможного. Кыргызстан пока еще молодая страна. Мы – потомки великого Манаса. Наши предки отдали свою жизнь ради свободы, ради независимости Кыргызстана. Давайте ценить это. Кыргызстан – богатая страна. В ней много различных полезных ископаемых, ее природа прекрасна, она расположена на благоприятных климатических поясах, и так можно продолжать до бесконечности. Аллах одарил всеми ресурсами, которыми можно восхищаться. Самое важное то, что мы, тюркские народы, должны сплотиться в трудные минуты. А когда мы дружны и сплочены, у нас появятся крылья, мы сможем взлететь на недосягаемые высоты. Так давайте осуществим нашу общую мечту. После распада СССР и образования ряда новых тюркских суверенных государств, Турция была одной из первых, кто признал независимость Кыргызстана в 1992 году, сразу после провозглашения Бишкеком суверенитета. Первым тогда на кыргызскую землю вступил тогдашний президент Турции Тургут Озал, объявивший Кыргызстан своим естественным союзником и подтвердившим готовность оказывать Бишкеку всестороннюю помощь. Здесь побывали также президенты Турции Сулейман Демирель, Ахмед Сезер, Реджеп Эрдоган, также заявившие стремление Анкары к установлению максимально тесных связей с Кыргызстаном. Укрепление связей с центральноазиатскими странами, с тюркской родословной, современное турецкое государство и его общество воспринимает как реализацию заветов первого турецкого президента Кемаля Ататюрка, завещавшего не забывать братьев в Средней Азии. Насколько знаю, кыргызско-турецкие отношения имеют солидные
солидную договорно-правовую базу, которая состоит из более 100 соглашений, договоров и протоколов, регулирующих вопросы текущего и перспективного сотрудничества в различных сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной, военно-технической и так далее. Кыргызско-турецкие взаимосвязи берут свое начало со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами 24 декабря 1991 года, что стало возможным после знаменательного события, когда 18 декабря того же года Турция первой признала независимость Кыргызстана. Взаимоотношения Кыргызстана и Турции базируются на общности истории, культуры, языка и религии двух братских народов из большой семьи тюркского мира. Принципы двустороннего сотрудничества исходят из общепринятых норм международного права и взаимного учета национальных интересов, а также равенства и дружбы. В числе наиболее продвинутых сфер кыргызско-турецкого сотрудничества находятся культурно-гуманитарные и научно-образовательные связи. Обе страны выступают с общих позиций по вопросам совершенствования арсенала взаимодействия в плане совместного изучения и широкой пропаганды богатого историко-культурного наследия и современных достижений в области науки, образовательных и информационных технологий. Между крупными университетами обеих стран сложились вполне эффективные горизонтальные связи и развиваются плодотворное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специалистов, а также ведется широкий обмен информацией и опытом в области научных исследований. Bizim programın adı biliyorsunuz Dostluk Köprüsü'dür. Kırgız Devlet Televizyonu'nda yayınlanan bir program. Buradan Türk dünyasına neler seslenme isterdiniz? Mesajlarınız ne? Biraz önce söyledim. Yani Türk dünyası tabii 90 yılları. Спасибо вам, что создали условия обратиться моим кыргызским братьям и сестрам. Наши двери в Турции всегда будут открыты для вас. Мы в любое время готовы встретить наших братьев гостеприимно и проводить. Siyaset. Ama şunu söyleyeyim. Yani Türk dünyası İsmail Gaspıran da söylediği gibi dilde, işte, fikirde birliği mutlaka sağlaması lazım. Bunun altının da doldurulması lazım. İşte birliği. Kırgız
В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию волейбола в Кыргызстане. В мероприятии приняли участие директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, министр труда и соцразвития Улугбек Кочкоров, депутаты Джугурку Кинеша, президенты клубов, ветераны и игроки национальной сборной. Принято считать матч между мужскими сборными Фрунзе и Алматы, прошедший в 1929 году, началом летоисчисления кыргызского волейбола, сказал в своей приветственной речи президент Федерации волейбола Кыргызстана Эльмурза Сатыбалдиев. В своем отчете он рассказал о развитии волейбола в республике, а также затронул его успехи на международной арене за последние 10 лет. Проводятся национальные чемпионаты всех возрастных категорий, и национальные сборные принимают участие во многих международных турнирах и мероприятиях. По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской республики, в сегодняшний момент волейболом в нашей стране активно занимаются 150 тысяч человек. Федерация курирует 13 волейбольных лиг, в составе которых более 400 команд. Возраст спортсменов от 12 до 83 лет. Проводится более 70 соревнований на районном, областном и республиканских уровнях, что составляет более 320 игровых дней. Игры проводятся везде и повсеместно. Нет ни одного села, районного центра или города, где бы Федерация волейбола не проводила свои соревнования. Кроме мужских и женских профессиональных лиг, волейбольных лиг, созданы уникальные лиги, такие как Лига матерей, Лига Дильгир, Арт-лига, Лига ветеранов 75+. В 2010 году была создана детская юношеская волейбольная лига ЮЭЛ. Сейчас заиграно порядка 80 команд со всей страны. Проведено 8 чемпионатов по 3 тура каждый. Каждый тур имеет свое название. Алтын-Куз, Бурганак, Норус. 80% действующих членов национальных сборных команд являются воспитанниками ЮЭЛ. В регулярном чемпионате страны участвуют 24 мужские и женские команды. Более 340 спортсменов. Итогом успешной работы Федерации на национальном и международном уровне стало доверие руководства АВК и ФББ. Поручить нам провести 2 отбора на чемпионаты мира. Депутаты парламента также выступили с поздравительными словами и наградили Эльмурзу Сатыбалдиева именными часами Джугурку Кинеша за весомый вклад в развитие спорта в Кыргызстане. Силерге ийгилик каалайм, мындан ары дагы чоң ийгиликтер болот деп ишенем. Сиздерге чоң рахмат, байрамыңыздар менен. Канат Аманкулов в своей поздравительной речи отметил развитие волейбола в стране в последние годы и сказал, что необходимо уже переходить на следующий уровень. По его словам, в 2020 году Кыргызстан примет Кубок вызова Азии с участием сильнейших команд Азии. Поменяли систему и структуру управления. На сегодня, если было раньше при Госагентстве 23 спортивных школ, на сегодняшний день 78 спортивных школ. При поддержке наших уважаемых депутатов в этом году 109 миллионов, на следующий год 163 миллиона будут направлены на повышение заработной платы, тренерско-преподавательского состава и руководителей спортивных школ. Кроме этого, при поддержке депутатов, правительства, при поддержке лично президента Сооронбая Шариповича, у нас наконец-то появился свой спортивно-реабилитационный центр, медицинский центр, антидопинговое агентство. Кроме этого, мы получили в управление пансиона «Солнышко», который мы передали Национальному олимпийскому комитету для того, чтобы там был создан спортивный реабилитационный центр Международного олимпийского комитета. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Саламат Эргешев отметил, что волейбол – один из самых популярных видов спорта и поздравил кыргызский волейбол с 90-летием. Также он наградил золотым орденом НОК Эльмурзу Сатыбалдиева и почетной грамотой. В честь 90-летия волейбола в Кыргызстане Федерация волейбола учредила высшую награду – медаль за особые заслуги, которую получили Аида Касмалиева, Умбиталы Кадыралиев, Курманкул Зулушев, Айнура Аскарова, Канат Аманкулов, Канатбек Муратбеков, Улугбек Кочкоров, Саламат Эргешев, Джомар Шамканов, Бакыт Алиев, Далует Досалиев и другие. И особенно можем отметить, что молодая предпринимательница, основатель компании «Человеческие ресурсы», Бишкек Бизнес Скул, консалтинговой компании Human Capital, тайского спа-салона Сиам Массаж, основатель женской волейбольной лиги Дилгир Спорт и член правления женского форума «Курак» Ассоциации женщин-предпринимателей в Кыргызстане Элиза Аселбекова также награждена почетной грамотой Джугурку Кинеша.
Одна из следующих наших передач «Мост дружбы» будет посвящена Элизе Аим. Друзья, я нахожусь возле клиники Кудрат Көз Бишкек, и почему она попала в поле нашего зрения? Дело в том, что много уникального и особенного есть в этой клинике, и это станет понятным по ходу нашего рассказа. Но при этом эта клиника работает, пожалуй, самым нежным органом, самым уникальным органом нашего организма. Я имею в виду орган зрения. Здравствуйте, Дарья. Скажите, пожалуйста, что уникального есть в вашей клинике? Клиника Кудрат Көз Бишкек является филиалом международной одноименной группы клиник. В нее входят 3 госпиталя в Турции, 2 клиники в Германии, 1 в Азербайджане. Наш первый госпиталь был открыт 18 лет тому назад в Анкаре. Известный офтальмолог Озгур Балта недавно приехал из Турции работать в бишкекской клинике Кудрат Көз. Доктор Озгур – блестящий офтальмолог, высокий профессионал своего дела. Во время встречи он сказал, что будет от души служить кыргызстанцам. Он рассказал нам о некоторых болезнях генетического характера, например, о катаракте. Özellikle glokom hastaları, bildiğimiz doğumsal kataraklar, semptom bulgu vermeden hastalarda kalıcı körlüğe sebep olabiliyor. Катаракта глаза – одно из самых распространенных заболеваний в офтальмологии и одна из самых частых причин слепоты в мире. Катаракта – это помутнение хрусталика, из-за которого теряется способность четко и ясно видеть. Уже после 40 лет у каждого 6-го человека имеется оптическое уплотнение хрусталика, а после 80 данное заболевание не удается избежать практически никому. Поэтому надо вовремя обращаться к офтальмологу. О пользе тыквы для здоровья человека знают многие, поэтому широко используют этот овощ в кулинарии. Однако не все хозяйки знают, что из тыквы можно приготовить очень вкусное варенье, которое может использоваться
находятся рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52. Акма Анай поздравляет свою маму Миргуль, желает ей крепкого здоровья и счастья. Я, Эрматова Фатима Дихкановна, живу в селе Наркузуй-Сфаринском районе Сагдийской области Республики Таджикистан. Наша семья получает огромное удовольствие от просмотра вашей передачи «Мост дружбы». Хочу через вашу программу поздравить своего сына Мухаммада Али с днем рождения. Фатима Аим, наш коллектив, также присоединяется к вашим поздравлениям.